Специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление, и вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Так Владимир Путин впервые прокомментировал эпидемию. Совещание на тему нераспространения болезни в России прошло в Кремле. Президент потребовал минимизировать потери в случае попадания вируса в нашу страну. Этого стоит ожидать, по мнению экспертов, в середине февраля. О том, как готовиться к потенциальной нездоровой атаке в нашем регионе, репортаж Зелимхана Калоева. В Китае растет число заболевших новым типом коронавируса. Number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend. Chinese officials are advising 11 million people at the center of an outbreak of a new virus to stay where they are. Коронавирус – новость номер один во всем мире. У людей паника. Каждый час сводки как с фронта. От опасного вируса умерло больше 100 человек. Количество зараженных растет с каждой минутой. В зоне опасности все. В Минздраве Ингушетии подключились к обсуждению проблемы. Гарантии, что чума не дойдет до региона, нет, поэтому нужно быть готовым к любому исходу. Обеспокоены ситуацией, которая вокруг нас сейчас развивается. И сегодня у нас был селектор с новым нашим министром здравоохранения Российской Федерации, с главным санитарным врачом Управления Роспотребнадзора Российской Федерации. Все они обеспокоены дважды, еще скажу почему, более, так скажем, проявляем сейчас внимание к этой инфекции, потому что она ничем не отличается от банального вируса гриппа. Сегодня конкретно сказать, как определить коронавирусную инфекцию, к сожалению, не может нам сказать ни один человек. Роспотребнадзор, Минобр, Центр гигиены и медицинские работники о китайском коронавирусе и мерах предосторожности собравшимся рассказала доктор медицинских наук Зарема Евлоева. Вирус имеет низкую устойчивость к дезинфектантам и относится ко второй группе патогенности. Эпидемиологическая характеристика инфекции, которая вызвана коронавирусом, источник опять-таки не установлен, но предполагается, что впервые случаи заболевания были связаны с посещением рынка морепродуктов в городе Ухань, на котором продавалась домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные. Опять-таки первые заболевшие – это как бы продавцы. 5000 с лишним человек находятся как туристы в Китае, их тоже должны были привезти чартерным рейсом. Бортом. И то же самое надо будет, если кто-то будет из нашей республики, тоже надо будет, списки нам, наверное, даст Роспотребнадзор, и мы будем это контролировать и наблюдать за этим. Поэтому двоекратное обследование самое главное. За каждым пассажиром из Поднебесной будет вестись особый учет. Ситуацию на контроль взяли в региональном Роспотребнадзоре. Пока в Ингушетии нет санитарно-карантинного пункта. Тем не менее, разработан специальный план мероприятий. На случай, если будут выявлены больные, этот план сейчас находится на утверждении в правительстве. Завтра мы проводим санитарно-противоэпидемическую комиссию. А вот о мерах, которые принимаются в нашей стране, чтобы не допустить распространения инфекции, говорили также в Кремле. Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся вокруг всей этой темы? Какие меры предпринимаются и что и как правительство намерено делать в ближайшее время, пожалуйста? Мы организовали мониторинг за эпидемической обстановкой, приняли дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработали алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечили полный контроль за деятельностью медицинских организаций при реагировании на ситуацию с выявлением соответствующих больных и по приему больных на всех территориях из неблагоприятных районов Китайской Народной Республики. Кроме того, мы проработали вопросы немедленной, именно в такой постановке, изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения. Кроме того, мы готовим дополнительный медицинский персонал в случае, если нужно будет активно реагировать во всех субъектах Российской Федерации на эту ситуацию. Знаем, что, к сожалению, практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, мы теряем людей ежегодно от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все для того, чтобы у нас ничего подобного не было. Что же касается нового коронавируса, то
вся специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, ваши службы сделают все от вас зависящее, все возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые которые перед нами возникают, чтобы они не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы вы были, и мы все были к этому готовы. Несмотря на радикальные китайские меры, вирус успел распространиться сначала по всей стране, затем и за ее пределами. В Японии, Южной Корее, Таиланде, Тайване, США, Германии, Франции новый коронавирус постепенно завоевывает мир. Из российских регионов каждый день поступают сообщения о новых случаях подозрения на коронавирус. В Забайкале, которое граничит с Китаем, накануне госпитализировали сразу всю семью. Но опасный вирус у них не подтвердился. Поставить диагноз помогла новая система экспресс-тестов. Ее разработали ученые в Новосибирске. Оттуда самолетами доставили в 15 российских регионов, где есть вероятность распространения болезни. Не стоит забывать и о привязанности россиян к китайским интернет-магазинам. Из всех иностранных посылок, которые приходят в нашу страну, больше 90% из Китая. Постоянные диванные покупатели есть и в Ингушетии. В день из Поднебесной сюда приходит 30, 40, а то и 100 посылок. Пока паники нету. Приходят клиенты, мы им говорим. Они говорят, что 3 месяца мы их заказали. Пока вроде никакой паники нету. Приходят, забирают. Посылок меньше не стало. Во всяком случае, пока. Вирус, естественно, все, когда говорят, боязно. Ничего, все в основном нормально. Работаем, посылки поступают, отправляем. Клиенты приходят, получают свои посылки. Своевременно все происходит произвольно. Постоянные клиенты, привыкшие всегда заказывать из Китая, все же опасаются за свое здоровье. Так реально ли получить вместе с посылкой коронавирус? В соцсетях уже десятки мемов на эту тему. Передача вируса осуществляется воздушно-капельным путем. Чаще всего это происходит при непосредственном контакте. Более того, вирус может оседать с капельками слюны, с мокроты при кашле на близлежащих поверхностях. Заражение человека другого может произойти при прикосновении этих поверхностей. И тут все сразу представили, как зараженный продавец чихнул или закашлял на посылке. Пугаться не стоит, вирус на предметах до нас не долетит. Мы можем говорить, что длительной устойчивостью этот вирус не обладает. Как правило, это все-таки 1-2 дня. Так быстро посылка никому не приходила. Режим ожидания минимум 2 недели. Вот и плюс медленной доставки. Но даже если она доставлена меньше, чем за это время, заразиться нереально. К слову, несмотря на то, что в России еще нет случаев заражения коронавирусом, в ингушских аптеках маски раскупают мгновенно. К сожалению, вот эти вот какие-то там усиленные респираторные, у нас их нету, я их не нахожу. Их действительно спрашивают. А обыкновенные маски, да, их берут и, наверное, гораздо больше стали брать сейчас. И люди и так у нас как бы берегутся, они и так пользуются масками. Но сейчас, может быть, чуть больше стали пользоваться. И маски раскупили, действительно, их сейчас нету в наличии. Все же элементарная осторожность никому еще не мешала. Не стоит также забывать, что в мире существуют более опасные вирусы, масштабы распространения которых куда больше напоминают эпидемию. Вот, например, данные смертности от вируса SARS и MERS, главных родственников этого коронавируса. А вот статистика от смертности гриппа за 2018 год. Цифры пугающие. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.